Ну, давайте тогда, наверное, да, все работаем. Да, я распечатала. Владимир Николаевич, вы же говорите, А я что пишу, параллельно, или пишу просто... условия. все, тогда я выключаюсь, в смысле Точка звука. Е. Так что прямая БЕ. Это отголоски, это то, что оставалось с прошлого раза. Это еще из этого Лысенко. И прямая СЕ перпендикулярно БД. Пункт А. Доказать, что угол АЕБ равен углу БДА. И пункт Б. Найти площадь трапеции АБЦД, если АБ 32 и косинус угла АЕБ равен 7/8. Вот такое вот условие, оно перекликается с тем, что мы делали в прошлый раз. Вот, и, ну, только там, как бы вам сказать, немножко обратная картина. То есть там мы работали с окружностью, если вы помните. В окружности равнобедренная трапеция, там туда-сюда. А здесь окружности нет. Понимаете? Вот. И несмотря на то, что ее нет в условии, она по существу есть. И вот об этом как раз здесь и предлагается поговорить и доказать, что на самом деле эта окружность есть, что та точка, которая там появляется, она лежит на окружности, описанной около трапеции. Здесь очень велик соблазн, конечно же, сразу использовать эту окружность в полной мере, и так, чтобы может показаться, что эта точка уже лежит на окружности, но любопытно, как доказывать действительно, что вот такое происходит. Ну, понятно, что мы, как всегда, начнем с чертежа. Давайте какой-нибудь построим чертеж голубенький. Ну, равнобедренную трапецию я все равно начну с окружности. Вы знаете, вот так у меня где-то окружность я куда-то была, ну, пропала, ну, ладно. Ну, пропала, значит, пропала. Значит, не судьба. Видите, у меня сегодня и клеточек нет, поэтому мне так труднее будет рисовать окружность. Я ее нарисую, но, так скажем, фрагмент окружности. Может быть, я всю нарисую, а потом я часть. Так вот, раз. Ну, мне просто, чтобы равнобедренную трапецию нарисовать каким-то образом, ну, так вот, чтобы верхнее основание было такое же, как боковые стороны. Ну, будем считать, что примерно так. И нижнюю часть окружности я специально так вот подотру, она мне не нужна, и чтобы она не создавала иллюзии того, что конструируемая точка уже лежит на этой окружности. Она ляжет, но то, что лежит, этого еще нет. Вот теперь можно потихонечку обращаться к обозначениям. Вот к обозначениям сейчас мы, значит, в равнобедренной трапеции, меньшее основание BC, ну, значит, большее, как обычно, А вот это А, Б, С, Д, вот. И там написано, значит, вот BC, они равны АБ, BC и CD, естественно, тоже столько же. На плоскости взята точка так, что прямая BE перпендикулярна АД. То есть я отсюда должен взять перпендикуляр и продлить, я не знаю насколько. Потому что точка Е характеризуется как точка пересечения двух прямых, а где это произойдет, это нам неведомо. Пока. И прямая СЕ перпендикулярна БД. Ну, чтобы БД мне сделать, надо вот ее все-таки вот эту вот сделать, вот так, да. И поскольку это равнобедренный треугольничек, да, значит, я здесь так вот серединку отмечу. Серединку легче отмечать, чем перпендикулярность. И вот так вот проведу вот здесь
окажется точка Е. Она обладает всеми двумя свойствами, отмеченными в условии задачи. Доказать, что угол АЕБ, ну, его придется нам воссоздать, этот угол, ну, как-нибудь я его нарисую и назову это альфа-1, допустим, и угол БДА, вот этот угол альфа-2, что эти углы между собой одинаковы. Ну, как вы, наверное, догадались, будь тут окружность, тут вообще-то это две. Ну и вот тем самым эта точка Е лежит на окружности, описанной около АБД. Треугольника, ну и трапеции. Но окружности пока нет. В принципе, ее нет. А есть условия. Ну вот на что будем обращать наше самое пристальное внимание. Вот. На что же будем обращать? Ну, между прочим, я вот неспроста все-таки часть окружности нарисовал, потому что равнобедренная трапеция, ну, так все-таки есть окружность около нее описанная. Я убрал нижнюю часть, чтобы точку Е не провоцировать туда, не размещать ее там. А верхняя часть, я имею право ее использовать и как угодно. Ну и какие же вот у нас есть некий, так скажем, геомем, так, то есть структурно организованные элементы, геометрические элементы. Они организованы в трапецию, причем в трапецию в равнобочную. И на что же мы обращаем внимание, когда мы видим равнобочную трапецию? Это был материал прошлого раза. Я надеюсь, вы его помните. Там было несколько фрагментов, на которые мы обращали внимание. Не все они, конечно, здесь будут использованы, но, скорее всего, какие-то будут. Вот. Ну, кто готов напомнить мне и всем сегодня присутствующим, на что же здесь можно было бы обратить внимание? Угол Б прямой. Да. Угол, вот этот, да. Этот прямой. Это значит С диаметр. А у меня окружности нет. Я ее стер. Ну тогда угол АЕБ и угол БЕС, они равны, поскольку дуги-то равны. А у меня окружности нет, точка Е не на окружности. Я же специально стер нижнюю часть окружности. У меня не сказано, что точка Е лежит на окружности, понимаете? Вот фокус. Вы видите, внизу окружности нету. Нету. Я ее убрал. Я ее использовал, но убрал. А ее построить нельзя? Ее можно, ну, пожалуйста, я могу ее построить, но я ж не знаю, я ее построю вот так вот, допустим, да, вот она пойдет. Фатима, а у меня вообще точка Е не на окружности, хотя я вот. Провела. А у вас вообще БД пополам не поделила так на глазок. Внутри вот так же у меня. Я могу окружность довести, но я не знаю, где точка Е. Я специально красненьким проведу, чтобы подчеркнуть, что этого пока нету. Мы потом подправим эту окружность, и она пройдет через точку Е. Так вот, на что мы обращаем внимание? В прошлый раз было вот этот геомем, он обрабатывается с двумя фрагментами вместе. Во-первых, всегда равные диагонали. Да. Во-вторых, мы нередко опускаем, проецируем верхнее основание на нижнее, опуская две высоты. Там еще какой-то был фрагмент, я сейчас не помню уже, какой-то по какому-то поводу мы еще там беседовали. Ну и на самом деле вот из этих двух хотя бы, ну, один-то уж точно стоит здесь посмотреть. Какой, по-вашему? Какую из рекомендаций здесь стоит сразу принять во внимание? С точки С высоту опустить. Нет? Ну, высоту это можно, конечно, опустить, но давайте я вот эту точку как-нибудь обозначу, вот эту, да.
Вот это пусть у меня она точка Т, ну, чтобы все были точки обозначены. Вот. Намек здесь в том, что, вы же понимаете, вот вопрос я задаю, я думать начинаю, вопрос задаю. Какие особенности? То есть что в этой задаче есть такого, что в других задачах могло бы не быть? Ну, я начну перечислять. И красненьким. Во-первых, не всегда вот эта диагональ появляется, так сказать, в задаче, правильно? А здесь она есть. То есть одна диагональ есть. А если есть одна диагональ, а мы знаем, что среди рекомендаций двух, в одной рекомендации есть участие диагонали, естественно, провести вторую диагональ. Потом здесь есть перпендикуляр. Не во всех задачах здесь есть перпендикуляр. Что дает нам этот перпендикуляр? Вот Владимир тоже. Николаевич, может быть, Да. углы с взаимно перпендикулярными сторонами? Нет там такого, ничего? Я не знаю. Дело в том, что может быть, но я должен точно помнить это утверждение. Я его не помню, просто я вам честно скажу. Да. Владимир Вот. Николаевич, а вот то, что вторую диагональ провели, значит, альфа-2 можно перебазировать вот туда в САД? Да, его везде можно перебазировать. Ну, Его типа. можно перебазировать вот сюда. Это альфа-2. Его можно перебазировать сюда, альфа-2, Да. эксплуатируя ту часть окружности, которую я уже нарисовал. Хорды равны, дуги равны. Да. Альфа-2 можно перебазировать сюда. Видите, сколько много, да? Альфа-2 можно перебазировать сюда. Вон сколько. Это очень много информации сразу появляющейся из этих особенностей. Но никак не идет альфа-1. Понимаете? Альфа-1 и альфа-2 не одинаковые? Нам Ну, надо это будут, доказать. они будут, Одинаковые. разумеется. Они будут одинаковыми. Это надо доказать. Но это, у нас же вот эта окружность. Мы все-таки окружность же описали, да? Около равнобедренной Нет. трапеции можно Да, описать окружность, доказать. правильно? Альфа-1 равно альфа-2. Голубенькую окружность я нарисовал. Фрагмент. Голубенькой окружности. Понятно. То есть надо доказать, что внизу, точка Е лежит на этой окружности. на этой же окружности, я специально снизу нарисовал красным. И точку Е я не расположил на этой красной линии. Понимаете? Вот. А это надо доказывать. Вот. И вот это страшная вещь, потому что этот угол альфа-1, он вообще лежит в стороне от всего, что мы там исследуем. Вы заметили, да? Вот он в стороне, и все. И как же нам это брать? Вот угол альфа-1. Откуда добывать альфа-1? Давайте я... Подобие, может, Владимир Николаевич. А вот это уже продуктивная мысль. Например, Подобие. из подобия треугольников. Угу. Это конструктивная мысль, потому что угол альфа-1 входит в прекрасный прямоугольный треугольник, допустим, вот в этот, да? Ну, да. Так. И более того, он входит в треугольник АБЕ. В треугольник АБЕ он входит. Угу. Если мы докажем какое-нибудь подобие, то все, значит... Точка Е принадлежит окружности.
Ну, тогда, если подобие, это будет вывод. Нам этого не нужно. Нам нужно, что альфа-1 равно альфа-2. Мы, конечно, скажем, что она принадлежит окружности, но этого от нас не требуют, не ожидают. А подобие, пожалуйста. И они будут равны эти углы. Да. Ну, из какого подобия? Надо Да нет. смотреть, например, треугольники АБЕ, АБЕ и АБД, Да. или АТЕ и БТД. Мгм. Что выбрать? Последнее давайте выберем. Хорошо, последнее. Потому что, чувствуете, я у Ирины Евгеньевны научился. Она вас учит, а я тоже так бочком учусь. А почему? Ну, это Прямоугольные два легче. прямоугольника. Да, они Уже один угол прямой есть. прямоугольные, да, А вот, оба. да. Значит, надо еще по какому-нибудь уголку, чтобы, так сказать, например, да, хорошо, ну давайте будем смотреть, а как устанавливается подобие. Видите, мы думаем, все время думаем, вопросы задаем, побуждаем себя к активности. Вот это, видите, я с вами как с учащимися работаю, у вас активность появляется, верно, да? Вот. И вот это главное — научить задавать вопросы. Как устанавливается подобие? Ну, по двум равным углам. Либо через углы, Мгм. либо Через пропорциональность сторон. через пропорциональность. М. Отлично. Что здесь выберем? Мне хочется углы, но, наверное, надо пропорционально. Да, хочется углы, я так и напишу, хочется. Ну, Но скорее Цена. пропорциональность. Отлично. Ну, давайте тогда будем думать, как же мы будем, откуда будем брать пропорциональность сторон. м, Вот мы подошли к тому фрагменту, где я считаю единственный элемент такого творчества, так скажем. Ну, с Творчеством. пропорциональностью вообще всегда плохо. Это, но что поделаешь, без нее иногда обойтись невозможно. Но откуда ее брать? Ну, Владимир если Николаевич, а вот есть же свойство произведения частей хорд равны. нас окружно. Вадим мы не Акарпевич, знаем, я что Е на я окружность. специально нарисовал красную окружность, показывая, что Е не лежит на ней. Не можем. Не лежит. Вы заметили? Она не проходит через точку Е. Это не Ну, хорды. На самом деле мы не знаем, лежит или нет, правильно? Да, ну, неизвестно, нам этого не дано. Поэтому сейчас в данной ситуации вот эта окружность, она как бы нам даже мешает немножечко. Ну, давайте я ее уберу. Ну, вот как эту. бы вот, то есть ее нет на самом деле, она создает некую иллюзию Я того, могу- что там Нет, что-то с окружностями. Я могу и зелененькую тоже убрать, если угодно. Это в принципе. Нет, окружность не будет. Зелененькую не надо, потому что мы знаем, что можно описать. Да, наверное. да, конечно. А снизу Раз нет. описать, то эти точки лежат точно, правильно? Так откуда брать вот это самое? Откуда же брать пропорциональность? Так, секунду. Значит, у нас три стороны одинаковые, да? Ну, они не одинаковые, они там пропорциональные будут. Но Нет, я нет, я имею в виду три стороны трапеции. Да, Так ведь? да, Они да, одинаковые. да.
Давайте я вот здесь отмечу, у меня очень мало места, к сожалению, конечно же, но я отмечу вот такой вот простенький геомем. Вот смотрите, я его так вот отмечаю. Это единица, вот структурная единица. Сейчас я зелененьким его отмечу. Вот у вас есть два фрагмента, вот так и вот так, вот, да, так. И вам нужна пропорциональность вот этих. И более того, здесь еще есть небольшое замыкание этой картинки. Вот это у нас есть. Чего не хватает? Четвертой стороны четырехугольника. Мгм. Вот этого не хватает. А это значит, что... А это значит, что ее надо провести. Мгм. Ну, это я сотру. Вот. Хотя и жалко. А здесь у нас уже углы просматриваются. Понимаете? Ну, что можно сказать? Это же перпендикуляр, проведенный к середине. Середина, Чего? так? Чего? Поскольку CE перпендикулярно BD, так? И, ну, давайте эту точку как-нибудь обозначим. М. И BM равно DM ввиду равнобедренности верхнего треугольника. Да. Треугольник BDE равнобедренный. А, точно. И EM там биссектриса. Значит, этот угол тоже альфа-2. Что биссектриса? Но БМ биссектриса, если она высота же, она же высота там. А, ЕМ. У меня идея. Да. Владимир Николаевич, Да. я где-то читала, что четырехугольник, если вписан в окружность, то точка М у нас там получается точка пересечения биссектрис. А вот мы сейчас как раз-таки доказали, что это биссектриса. ЕЦ биссектриса. Это обратное, по-моему, утверждение. Ну вот как у треугольника центр. Не знаю, на Что-то самом там деле, на самом деле мне этого уже не нужно. А. Понимаете, дело в том, что вот обратите внимание, я вот здесь вот нарисовал 2 альфа, видите, да? Угу. И здесь у меня нарисовано 2 альфа. Альфа-2. Верно? 2 альфа-2, 2 этих угла. Да. Так они одинаковые, эти углы выходят. Ну, раз они опираются на одинаковые дуги, значит... Нету дуг. У нас Нет, да, дуг у нас нет. да Из нет, вот пока этого еще. равнобедренного, да, из Ну, равнобедренного. сверху же есть окружность. Ну, там-то мы это констатировали. Сверху Аль-2, 2 по альфа-2, это мы констатировали, разумеется. Нет. А что снизу Да. 2 угла по альфа-2, это мы доказали, это мы получили. Я хочу поправить, Владимир Да. Николаевич. Да, это выходной. Сумма углов противоположных равна 180. Так это у меня нет окружности пока. Если нет, была задача, бы нет. Нет, без окружности. У вас же там угол BED равен 2 альфа, а угол BC... С удовольствием, пожалуйста. Прекрасная идея. Вот этот угол, вот этот вот, да? Да. Это 180 минус 2 альфа-2. Прекрасная идея, я ее просто не заметил. Угу. Значит, около B, C, D и E, они все 3 точки лежат на одной окружности. Мгм. Это, понимаете, вот это вот в чем творчество и проявляется, и в чем прелесть этих задач, что бывает наблюдение совершенно неожиданно. Я не заметил, хотя, конечно, это проще. Нет, вы можете написать подобие этих треугольников и пропорциональность, тоже, так сказать, напишите. Вот. Значит, я напишу, что угол B
ЕД это 2 альфа 2 и угол БЕД плюс угол БСД 180, ну, 180 градусов. Значит, точка Е лежит на этой окружности. Да. Ну, а тогда все, а тогда, так сказать, эти углы равны. Да, прекрасный ход. Совершенно прекрасный ход. Все хорошо. Вот пропорциональность противнее не хотим. Это редкое явление пропорциональности, но здесь работает. Здесь Как не работает. хотела, такие и видите, вот она и убежала. Ну, А как да. было быть? Нет, а как Спасибо вам, все-таки, Анита Абукадов. а как Да. все-таки пропорциональность я хочу? Так Можно? а вы запишите, ну Да, давайте сейчас. давайте. Я страничку все-таки переверну, вынужден Второй способ перевернуть. через Да. пропорциональность. Да, так это и сейчас, это мы сейчас быстренько вот так вот раз, да, вот так вот я ее снова замахну, вот так вот, да. Я надеюсь, что я достаточно быстро это дело сейчас нарисую. Так, это точка Т, это А, Б, С, Д, это Е, вот это была точка какая-то, я уже забыл, она мне не нужна, так. Ну и вот, пожалуйста, я пишу просто отношение, вот этот вот угол 2 альфа 2 и вот этот 2 альфа 2. Я пишу отношение БТ против 2 альфа 2 в отношении к ДТ, так же как АТ в отношении к чему? К оставшемуся, к ТЕ. Это из подобия, из треугольник АБТ подобен треугольнику ДЕТ. Так? Ну, а теперь отсюда следует легко, что БТ в отношении к АТ, ну, я просто вот эти вот сюда меняю местами, столько же, сколько ДТ в отношении к ТЕ. Следовательно, стороны в треугольниках АБТ и... Нет, мне не нужен АБТ. Значит, в треугольниках АТЕ и ДТЕ пропорциональны. Ну, например, так. То есть это могли сразу вот это написать, второе равенство. Можно подобие и так писать, это все равно. Ну, вот они пропорциональны, значит, вот этот угол был альфа-2, этот угол альфа-1. Ну, значит, альфа-1 равняется альфа-2. Да, вот, ну, например, вот таким путем. Ну, с углами красивее, безусловно. С углами красивее. Ну, а вычисления, в принципе, вычисления здесь достаточно бесхитростные. В принципе, я делал примерно то же самое в прошлый раз, я могу их опустить на самом-то деле. Ну, я так, может, конспективно отмечу, что же здесь будет. Вот это 32 и это 32. Ну, значит, вот этот угол, значит, углы все у нас по альфа, допустим, вот эти вот углы, да. Вот этот 2 альфа, ну, они все одинаковые, так. Ну, и тогда, понятное дело, что площадь трапеции. Значит, понятно, что АТ – это 32 на косинус 2 альфа. Высота БТ – это 32 на синус 2 альфа. Ну и все, и так далее. Там, ну, эту высотку я проведу вот так вот. Вот это 32, эти отрезочки одинаковые, и только надо считать косинус 2 альфа и синус 2 альфа. Ну, я напишу ответ, я позволю себе не досчитывать. 343
корней из 15. Ну, короткий очень счет. Счет здесь не интересен. И вот, ну, давайте вот мы обсудим, так сказать, мы что будем делать. Или задачу номер, допустим, 2, стереометрию посмотрим, или какую-то дальнейшую. Я могу охарактеризовать, значит, ну, третье это взято из того же варианта, который был. Четвертое это совершенно геомем, который редко встречается, это взаимодействие окружностей. Там 3 окружности дружно там касаются друг друга, это в четвертом. Значит, пятое это на максимум. Вот задача на максимум, экстремальная задача. Значит, шестая – это, ну, такой геомем, с которым мы встречались, и просто интересно, мы распознаем его присутствие там, распознаем, конечно, насколько быстро. А седьмая – это как раз творческая штука. Мне хотелось задать там вопрос, я мог бы показать, как ее решают, она решается буквально в одну строчку. Но мотив выбора вот этой конструкции, на чем он основан, так скажем. То есть там вот такой отчетливый геомем у меня не просматривается. Я могу, конечно, за уши притянуть, но сказать, какой там, скорее всего, но вот почему так, это такая, в общем, для меня пока загадка. То есть в седьмой это вопрос такой о мотивировке того хода, который дает решение этой задачи. Ну, вот вам предлагается выбрать что-нибудь из этого набора. Я пока перелистну страничку. Вот. Владимир Николаевич, а вы не хотите пройтись по первой задаче, вот, ну, как бы вот так? Ну, Предыдущий, не этот, вот, чертеж, а предыдущий. вот Ага. это. Да, с Да. самого начала и просто акценты расставить с Давайте. точки зрения Да. геомемов. Да. Понимаете, здесь дело в том, что геомемы здесь такие вот 2, по крайней мере. Это вот то, что у меня не нарисовано среди моих шаблонов, но это очень специфически. Это равнобедренная трапеция. А вот как бы она должна была быть нарисована? Ну, то есть как он, даже не она, а он, этот геом. А равнобедренная трапеция просто вот и все. Равнобедренная трапеция с дополнительной информацией, понимаете? Вот, потому что в равнобедренной трапеции могла быть дополнительная информация окружность, могла быть дополнительная информация диагональ и могла быть дополнительная информация высота. Равнобедренная трапеция. Вот это соединенные воедино геометрические объекты, структурно организованные. Они образуют равнобедренную трапецию. Что мы в связи с этим геомемом должны пронаблюдать? Вот 3 обстоятельства. Значит, равные диагонали, проецирование меньшего основания на большее и возможность окружности. Да. Вот я вспомнил третье, что я отмечал, возможность окружности, описанная около этой трапеции. Давайте мы его запишем отдельно. Прям просто на отдельном листочке напишем этот геомем. Так, Вера Сергеевна, а я его писал в прошлый раз. А в прошлый раз вот я не помню, чтобы мы прямо там так писали. Было, я смотрю, там у нас задачка у нас была такая. У нас трапеция была вписана в окружность. Это задача. Но я отдельно писал вот это обстоятельство, что в связи с равнобедренной трапецией надо наблюдать 3 факта. Равные диагонали, проецирование меньшего основания на большее и возможность описать окружность. Это я писал в файле отдельном. Да я могу и сейчас написать. Чернил хватит, вы же знаете. Вот. Я уж написала. Вот у меня написано выводы. Появляется равнобедренная трапеция. Это что такое? Это по задаче 16. Ну, они все номер 16.
Вариант Геомем. 25. Да, вариант 25, там, где про Да. параллелограмм, правильно? Да. Геомем. Равнобедренная Да, давайте трапеция. напишем. Вот. Значит, как это сказать? Как это назвать-то? Вот как только мы его Ну, мне кажется, нашли, что здесь высота, то есть здесь как бы в основном высота опущенная, да, и проект, ну, диагонали. и Сначала диагональ. диагонали, а потом высота. Ну, высота, да, высота, конечно, Но да. здесь именно в этой задачке же особенность то, что высота, она вот там вот проходит, потом Ну, разумеется, выходит за рамки, да? но но мы обработали ее благодаря диагоналям Но это во многом. Да нет, высота, конечно, высота и диагональ особенности. потом появилась, которая Да, доказала, что равнобедренный да, треугольник. А да. сначала это то, Нет, что, кстати говоря, высота. диагонали, по-видимому, это издержки производства, так скажем. То есть я где-то использовал вот эту диагональ АС. Да нет, я нигде не использовал. То, что этот угол 2 альфа 2, это из равнобедренности следует. То есть вот эта диагональ, Ну, вот, она здесь использована не была. то есть здесь как раз вот этот вот геомем, пересечение взаимно перпендикулярное вот это и появление вот этих... Просто мы Да, достроили, вот ДЕ мы достроили, и вот оттуда уже, а потом и то, что точка М середина, это уже связано с другим. Это так называемый парашютик, понимаете? Вот когда у вас два взаимно перпендикулярных отрезка, и в одном через середину проходит. Это всегда вот этот такой воздушный змей, так сказать, такой ну, в общем, формы. да. Да, и там много наблюдений, связанных с углами, с отрезками и с прочим. Не все всегда пригождается, вот, но что-то пригождается. Так что эта диагональ действительно, она была издержкой производства. Видите, чем хорошо в сообществе работать? Отрабатывается вот масса деталей. Это, ну, как бы оснащение такое происходит задачи. Вот, то, что сам, конечно, я ж не могу все заметить. Вот, равнобедренная трапеция – это значит проецирование верхнего основания на нижнее, равные отрезки и углы. Вот это мы не отмечали в прошлый раз, а на самом деле здесь мы равные углы отметили. Так, равные диагонали – это то, что мы отмечали в прошлый раз, а в этот раз оно действительно не потребовалось, возможность описать окружность. Ну, как вы, наверное, догадались, вообще вот это, как я сказал, охота за геомемами, это дело творческое, а потом, так сказать, характер обработки этой ситуации, это тоже вы можете, так сказать, обогащать это, то есть отмечать каждый раз, что здесь такого особенного пригодилось. Вот, и вот, видите, мы обогатились, потому что здесь надо было акцент поставить на равных углах. Угол справа, он был там сделанный, он был равный вот эти вот 2 альфа 2 вот справа, вот этот угол, так? И угол слева, они одинаковы, и на этом мы и стали играть вот вместе с воздушным змеем. Ну а второй геомем, это значит, вот можно так, два пересекающихся отрезка, один из которых точкой пересечения делится пополам.
Наблюдаем равнобедренные треугольники, равенство углов, отрезков и так далее. Это второй, пожалуйста, структурно образованные единицы геометрической информации. И, пожалуйста, мы использовали ее, вот этот четырехугольник BCDE. Вот, и угол нашли оттуда, из этого. И нашли, что как раз вот он сыграл свою роль, он вписанный в окружность оказался вот за счет углов. Вот эти равные углы, вот это нам все. Перпендикулярность, я бы здесь ее не стал относить к геомемам, потому что это, ну, такое, как бы сказать, специфическое условие. В каждой задаче есть свое специфическое условие. Вот. Но, тем не менее, хотя, ну вот, если так выделить парашютик такой, то можно и отнести. Вот. Ну, вот такой вот микрообзор, если угодно, что мы здесь проэксплуатировали. Подобие это было, так сказать, тоже хорошая догадка, как равенство углов устанавливать. Подобие, конечно. Вот, но здесь мы пошли вот на эту описанную окружность. Получилось так, что мы пошли именно на нее, и сработал совсем другой механизм. Хотя мог сработать, как видите, и механизм подобия. Вот. Так что... Владимир Николаевич, а если исходить вот из не из задачи, а уже только из этого геомема, значит, вот если мы берем два пересекающихся отрезка, один из которых точка пересечения делится пополам. Да. Ну, то есть перпендикулярно, правильно получается? Да. Ну, это вот. Потом мы пишем равнобедренный. Да, вот давайте его нарисуем как бы вот так, да. Значит, вот, да, вот так. И дальше мы пишем, что получается равнобедренная трапеция. А вот здесь нету равнобедренной трапеции, это совсем другое. Это мы уже отвлеклись от трапеции, понимаете? Ну тогда геомем где заканчивается? Я буду четко отслеживать новые геомемы, поэтому спрашиваю. Равные углы. Угу. Мы проэксплуатировали там равные углы. Один был равен альфа-2, другой тоже альфа-2. Мы проэксплуатировали вот здесь равные углы. Вот. И в этом плане, так сказать, вот это нам здесь пригодилось. А бывает, по-видимому, когда равные стороны эксплуатируются. То есть мы должны констатировать, что здесь есть две пары равных сторон, пары равных треугольников прямоугольных. Вот. Но это редкое явление, вот это достаточно, в общем-то. Но бывает. Вот это бывает. В последнее время я несколько раз с парашютиками встречался. Ну, решая с родственником задачи ЕГЭ подготовительные, несколько раз встречались с этой ситуацией. Вот. А вот в первом случае... А можно вопрос? А как он у вас написал профиль? А я не знаю. Во-первых, он, понимаете, дело в том, что он такой парень творческий. Он мог решать совершенно неожиданные ходы, придумывать в геометрии там, или еще где-нибудь, и теряться на самых тривиальных задачах. И вопрос был исключительно психологический. Похоже, он не очень выдержал психологически этот экзамен. Вот. Но я надеюсь, что в НГТУ, куда он собирается идти учиться, он пойдет, он там уже засветился, его там ждут. Так что, ну и в конце концов, ну и заплатить там это тоже копейки, господи, ерунда. Вот. Так что в этом смысле не знаю. Ну, результатов нет, но он сам говорит, можно было и лучше, так скажем. Ну, вот где-то сорвался на чем-то. Но это, к сожалению, вот я к ЕГЭ не готовлю, понимаете? Вот я не могу готовить к ЕГЭ. И я всегда говорю, ребята, когда вы говорите, что вот ты там репетитор, я говорю, никакой я не репетитор, ни в коем случае. Категорически отрицаю это обстоятельство.
Вот. Ну, еще что-то по этой задаче или какую-то другую посмотрим? Давайте другую. Давайте. Ну, достаточно, поработали. Ну, очень хорошо, да. Живо и содержательно, я считаю. И какую дальше? О, а что там дальше? Ну, шестую. Ну, давайте, она ну, такая бесхитростная достаточно. Шестая, номер 6. Мгм. Из точки С. Это я даже открою тайну, откуда я это взял. Значит, ну, вам эта литература недоступна, а у меня есть просто файл, я отсканировал эту книжку. Эта книжка была напечатана у нас в университете в 1970 году. Вот. И это материалы вступительных экзаменов в Новосибирский университет в 1968-1969 годах. Там очень много всяких деталей, нюансов в обсуждениях решений. Это писали великолепные наши профессионалы, и на самом деле очень много там вот такой, ну я вот одну задачу смотрел, допустим, 5 вариантов, я не стал ее предлагать, 5 вариантов решения, представляете, и они обсуждают, какие особенности, как на этот вариант выйти, как на этот вариант выйти, что там, полная прелесть. Я не поленился, разрезал книжку, один экземпляр, и отсканировал. Ну, я смотрю с экрана ее в основном. Из точки С к окружности с центром, к окружности с центром О проведены касательные СА и СБ на хорде АБ. Взята точка М, через которую проведена прямая перпендикулярная ОМ. Доказать, что отрезок этой прямой заключенный внутри угла АСБ, угла АСБ делится точкой М пополам. Вот такая вот задача. Ну, я сразу начну рисовать, начну окружность рисовать вот так вот какую-нибудь. Терпимо. Ну, я одну касательную люблю вот так, ну, вторую как-нибудь вот так вот проведем. Вот здесь точка О, это точка С. Ну, и где-нибудь у меня будет точки, там какие-нибудь еще будут точки. Какие будут точки? Сейчас посмотрим, значит. Ну, здесь S, ну, допустим, это А, и это Б. И вот АБ взяли, так, да. Взяли точку М где-то, так. И через эту точку перпендикулярно ОМ проведена линия. Вот такая вот, да. Ну, она где-то там пересекает. Ну, допустим, в точках К и Л. Надо доказать, что КМ равно МЛ. Вот. Вот так. Вот сейчас мы сочиним, что же здесь, какие особенности. Ну, вы чувствуете, думать начинаем, да? Вопрос начинаем задавать. Каковы особенности
Так, сейчас, подождите. Ну и какую же конфигурацию мы здесь отметим? То есть на какую тему, какая конфигурация здесь есть? Какое взаимодействие каких элементов? Вот мы сейчас это потихонечку зелененьким нарисуем. Здесь есть текущая хорда. Ну, вписанная окружность в угол. Ну вот это, вот среди всех особенностей, конечно, надо выделять более существенные и менее существенные. Вот, Надо и смотреть же особенности с точки зрения того, что надо найти, правильно? Что здесь нужно доказать, не что отрезок- всегда. С этой точки зрения, разумеется, надо изучать, безусловно. И это вопрос, который мы в прошлый раз задавали так не очень явно. Откуда можно найти требуемое за один шаг? То есть какие конфигурации приводят к результату. Ну, то есть это как бы если с конца идти, да? То есть не Если с от конца, условия, а именно с да. конца, да. То есть Не это как бы- сначала, да, а да. от требуемого. Но здесь надо доказывать. И, в принципе, конечно, можно подумать, откуда можно, то есть задать вопрос вот такой. Откуда можно доказать равенство отрезков? Вот у нас есть некоторые, значит, линия есть. Вот я начинаю рисовать, да. И вот у вас есть точка М, точка К и точка L. И откуда можно пытаться взять равенство отрезков? Из равенства треугольников. Равенство треугольников, да, совершенно верно, да. Но здесь дело в том, что они лежат на одной прямой, и они, так сказать, сопрягаются. И поэтому здесь равенство треугольников – это более общее, чем то, что здесь можно было бы предложить. Ну, понятно, что вот из какого-то треугольника, где эти отрезки участвуют. Из равнобедренности. Да. Верно? КООЛ. Да. Должны То есть доказать. вот эту, да, А то что есть там у они нас на даже какой-то точка равнобедренности? такая есть здесь, видите, да? Да. И про нее что-то даже в условии сказано. А что сказано? Перпендикулярно. Перпендикуляр, вот это сказано, перпендикуляр. Что дает? Значит, если мы докажем, что треугольник КОЛ равнобедренный, то все. Высота, она будет и медианой. Это мы расставляем акценты, чтобы обращать внимание на какие-то детали, правильно? Значит, мы стали обращать внимание вот на эту деталь. Вот этот и вот этот. Мы от того, что надо доказывать в задаче, мы перешли к другому. Надо доказывать, что треугольник равнобедренный. Как доказывать равнобедренность? Углы посмотреть. Да, либо стороны,
либо углы. Здесь посмотрим углы. Хорошая мысль, потому что стороны вообще никак ни с чем не увязаны. А углы мало ли. Правильно, да? Углы может быть. Пока ничего не видно, но не исключено, что углы с чем-то будут увязаны. Поэтому будем обращать внимание на углы. Ну и вот, понимаете, вот когда мы идем в каком-то направлении, то есть от данных или от искомой величины, наступает всегда, надо чувствовать момент остановки. То есть где остановиться, в какой момент, и переключиться на другое направление. Вот я бы здесь остановился уже. Мы уже очень много наметили, чтобы нам подоказывать. Нам хотелось бы подоказывать, что вот этот угол альфа-1 и этот угол альфа-2 между собой одинаковые. Вот. И все-таки задал бы вопрос, а какие же особенности, какой геомем здесь очень общий, очень мощный присутствует, который часто встречается. И я бы это сказал так. Это касание окружности. Вот он. И когда вы видите вот эту конфигурацию, она общая, она часто встречается. То, что вот эта хорда проведена через точку, там другая прямая проведена, это уже особенности данной задачи. А вот первичная была информация, окружность вписана в угол. Каковы наши действия должны быть? Что мы всегда должны констатировать? Отрезки касательных равны. Да. Во-первых, из центра провести перпендикуляр. Прямые углы равны отрезки касательных. Провести вот эту линию, равны вот эти углы. Что в данной задаче будет использовано, пока непонятно. Это может быть понятно уже станет чуть попозже, когда мы начнем исследовать особенности именно этой задачи. Но вот это желательно констатировать, может быть, не все, не в полном объеме. И вот как вы думаете, что из вот этого великолепия, из этого многообразия здесь отметить? Все, может быть, и не надо. Нужно провести АО и БО. Да, перпендикуляры. И сказать, это перпендикуляр. И задуматься, а что это нам дает? И задуматься над равнобедренный треугольник. Равнобедренные, да. Равнобедренный, да, безусловно. АОБ – это равнобедренный треугольник, конечно. Это радиусы. Попробовать доказать треугольники КАО и ЛБО. И ЛБО. Не знаю, вот. Понимаете, тут еще вот такая идея. Понимаете, вот когда вы с геометрическим конструктором, допустим, в компьютере работаете, там же вы двигаете что-то, да, там что-то меняется, а что-то не меняется. И вот представим себе, что я эту точку, вот динамику такую, представьте, что я эту точку двигаю по АБ. Верно? И этот треугольник ползет, точки К, Л ползут. А углы-то все время остаются одними и теми же. Вот эти углы КОМ и ОЛМ, они-то должны оставаться все время. А это значит, что они должны совпадать с каким-то фиксированным углом, имеющимся в задаче. С каким? Как догадаться?
Не очень трудно. На самом деле совсем не трудно. И вот в этой книжке как раз, кстати говоря, я даже, она плохо напечатана, но тексты хорошие. Вот там прекрасные есть идеи у этих, великолепные совершенно идеи. Они пишут так: а вы протестируйте крайние случаи. Крайние случаи. Положение вот этих, вот этой, там вообще много задач с буквенными данными, не с числами, а с буквами. А, Б, С, альфа, бета. Ну давайте точку М мы куда можем поместить? Мы можем поместить ее в точку D, или в Б, или в середину отрезка АБ. Она же может быть в середине отрезка АБ. Ну да, в частности. А тогда это какой будет треугольник? Это будет АОБ. Но если вы в середину точку М поместите. А если поместите в точку Б, это будет СО, и там такая вот одна сторона будет СО, но точка К совпадет с точкой С. Да. Так какой должен быть угол? Вот этот. Все время этот угол. Вот теперь надо думать дальше над особенностями. Вот. Просто, ну, это вот такое наблюдение, так скажем, вот навеянное вот рекомендациями автора этой книги. Еще раз, Владимир Николаевич, предлагается посмотреть крайние положения точки М, да? Я правильно понимаю? Ну, какие-то, да, особенные положения и сделать какую-то гипотезу, создать. Крайние положения. Из того, что М может располагаться... Да, ну вот оно же может в точке Б располагаться. М в точке Б? Да, Да, пожалуйста, может. ползает по отрезку А АБ. тогда у вас что? Точка К совпадет с точкой С. И вот этот вот угол, вот я его так вот могу провести, вот он, да, он такой же. Вот этот угол альфа, допустим. Это такой же угол альфа. Вот это бы я, например, не догадалась, это я бы даже очень долго думала. Анетта Амурхановна, а вот книжку, вот если бы вы такую почитали, там рекомендации очень хорошие. Они говорят, вот вы протестируйте правдоподобность. Они говорят, вот вы получили в буквах решение, вы дайте крайние случаи этим буквам и проверьте, вот похоже или не похоже, правдоподобно или неправдоподобно. Там совершенно великолепное рассуждение. Страниц 300 примерно книжка. Вы автора пришлете нам? А вы не найдете. В Вы не интернете нет? найдете. Это микротираж, который был напечатан в Новосибирском университете. Вы его даже здесь не найдете. А как же его прочитает Анетта Амурхановна? А я могу прислать. У меня файл-то я-то отсканировал, не поленился, представляете? Вот. Могу прислать файл. Это несложно. Владимир Обычный. Николаевич, можно я немножко изюминку внесу? Давайте. Я была на конкурсе учителей Юг России, или как он говорит, да, в Адыгее. И вот там была задача такая, вот, Задач, да? вот похожая задача, то, что вы двигаете, только точка была на дуге АБ, где со стороны, где точка С. И вот она двигалась, и надо было доказать, что когда она, вот эта точка будет в середине дуги АБ, то она от точки С будет минимальное расстояние. Вот, ну, я по-простому объяснила, потом я посмотрела, там такие формулы, Да. тангенсы сложные, там деление. Это, если хотите, вот я вам сегодня такую задачку, вот она у меня приготовлена. Это называется задачка номер 5. Это та задача? Нет, не та, но просто стиль будет тот же самый. Да. Как сказать? В смысле максимум. Динамика решения будет аналогична той, о которой вы говорите. И там дело в том, что там тоже есть мемы соответствующие, за что мы цепляемся, и это ведет нас к результату, понимаете? То есть не случайные, не хаотические блуждания, а
основанные на определенных наблюдениях, на зацепках. Ну, давайте подумаем, какие. Ну, вот мы увидели тут прямой угол, да? Вот этот КАО, прямой. А когда вы смотрите прямой угол, что надо делать? Я знаю, что надо делать. Смотреть все прямые углы. Все. Прямоугольные треугольники, может, они подобны, может быть, у них там общий катет, может, общая гипотенуза. То есть прямой угол побуждает к целой серии геомемов. И вот из них можно выбрать. Интересно, еще есть прямой угол? Нет? ОБЛ, который... ОБЛ, этот прямой угол, да. Ну, а кто будет читать условия-то внимательно, а? У меня третья рекомендация такая. Если зациклилось решение, прочитайте условия. Условия прочитайте и подумайте над каждым словом. Ну угол СБО его назвать, да? Вы хотите, Да чтобы- зачем? Там написано. На хорде АБ взята точка М. А дальше я читаю буквально медленно и осмысливаю каждое слово, через которую проведена прямая, перпендикулярная ОМ. Ну да, у вас отмечен этот прямой угол. Вот он, прямой угол. Еще один прямой угол. Это о чем-нибудь говорит нам, нет? Это является какой-то картинкой отдельной. Вот у вас есть отрезок. Высота. Нет, вот сюда прямой угол и сюда прямой угол. А? Это что значит? Вписанный в окружность. Окружность. Треугольник, вписанный в окружность. Конечно. Это, Мурхановна, это то, что вы отметили в Наконец-то прошлый раз. увидела. Вот он геомем. Часто встречающийся, между прочим. Часто. Это значит, что здесь есть Равные окружность. трески, да? Нет, Это зачем? не дельтоид. Нам зачем отрезки? Нам же углы надо. Да. А вы заметили, что угол ОК Ну и одна дуга. и ОАМ опираются на одну и ту же дугу? Да. Так они равны? Да. Значит, этот угол альфа. Все, Вот. увидела. Вот поиск стандартных конфигураций. Ну, а здесь, с другой стороны, тоже будет ровно то же самое, но только окружность там будет немножко другая, она посложнее выглядит. Но она вот так вот пройдет. Вот так пройдет. Тоже опирается на одну И здесь вот этот маленький опирается на одну дугу. на дугу. Верно? И Да. они равны. Вот это мы даже можем записать. Давайте я, наверное, сейчас перелистну листочек и возьму, так сказать, сделаю. А я хотел... Там листочек. Да. Я хотел записать просто то, что я говорил. Ну, чтобы... Сейчас второй вписанный, Так, посмотрим. Подождите чуть-чуть. Сейчас второй вписанный какой? Четырехугольник. Б, Л, О, М. БМЛ. ЛОБ. ЛОМ. Вот. Но они там, понимаете, здесь вот так Да, нарисованы. здесь они по одну сторону, Да, а то L. Красиво. да. Он вот так, допустим, да, и вот так. Вот они, второй случай. Но это все равно та же самая окружность. Ну, не та же самая, но, так сказать, тоже окружность. Она другая. Но здесь у вас этот угол ОЛМ равен ОДМ. А ОДМ и ОАМ, они одинаковы.
тот треугольник равнобедренный был. Там радиус. Подождите, посмотреть надо. Да, посмотрите, посмотрите. Я перелистну, когда я запишу это. Ну, мало ли кто-то, может, будет смотреть, кто сегодня не смог прийти. Вот. Сейчас у вас пора напряженная. Ну да, я вчера 8 часов на ЕГЭ просидела. Кошмар. Как вы У выдерживаете? меня уже чуть ли не истерика была. Нет, ну это, конечно, это кошмар. Это не то слово. Кошмар. Ладно, не будем о грустном. Так, это вот какие углы сейчас? Ну, как скажете, я перелистну, я там Сейчас, нарисую. Владимир Николаевич, чуть-чуть подождите, сейчас. Так, вот это. Так, вот это. А здесь у нас другой признак, правильно я понимаю? То есть если в первом это противоположные углы, да? А нет, все равно. А здесь, да, А я здесь бы сказал... другое. А здесь я- что? Здесь то, что 90 Вера градусов? Сергеевна, я это называю так. Два прямоугольных треугольника с общей гипотенузой. Ну да, вот так. Да. То есть это Вот как этот бы геометрия обратный. называется так. Два прямоугольных треугольника с общей гипотенузой. Там больше информации, конечно. Это общая теорема Пифагора, то есть вы можете суммы квадратов длин катетов выражать из одного, из другого приравнивать. Это уравнение. Там есть всегда вот эта окружность, где вот эта гипотенуза диаметром является. Там отношение синусов углов равно отношению сторон катетов именно. Вот, за счет общей гипотенузы. Это бывает иногда. Отношение синусов равно отношению длин сторон. Ну, противолежащих. То есть если с этим, если как бы на геомем выходить, то здесь как бы здесь геомем это когда четырехугольник лежит на окружности, да? Когда четыре Ну точки да, лежат ну на да, окружности, когда четыре точки лежат на окружности, ну, здесь признаки. И это два разных, да? Да, да, да. Ну, давайте я Как бы перейду. диагонали, здесь как бы диагонали под прямым углом. Ну, диагонали, я бы их так не сказал, что это диагонали. Это, ну, такой четырехугольник, он условный. Вот. Почему Давайте это я... разве не диагонали? Это Диагонали, треугольника, разумеется. который Да. перпендикулярны сторонам соответствующим. Да. Значит, давайте я порисую здесь вот. Угу. До меня дошло. Какие там были обозначения? Это К и Л. К и Л. Ну, на что обращаем внимание? Первое. Значит, это две касательные окружности из одной точки. Значит, действие из центра окружности проводим радиусы в точке касания. Второе. Констатируем равенство отрезков, углов, ну, соответствующих. Ну, то есть
АС равно БС, и когда вы провели, вот СО соединили. Да. Это одна картинка. Так. Значит, вторая картинка, поскольку значит, ну, даже я бы так не стал сразу, значит, равенство отрезков либо из равенства треугольников, либо из равнобедренности. Ну, я пишу так конспективно, чтобы, ну, сэкономить место здесь. Значит, сводим задачу к доказательству равнобедренности треугольника КОЛ. Приоритет доказательству равенства углов. Значит, особенности. А еще раз прочитайте вот это, Владимир Николаевич, что-то не особенно. Приоритет отдаем. Ну, давайте я это лучше напишу покрасивее. Да, спешу, поэтому приоритет Сначала. отдаем равенству углов, а не отрезков. Особенности, связанные условием. Угол, значит, ОМ перпендикулярно КЛ. Обнаруживаем находим, значит, конфигурации. Конфигурации два прямоугольных треугольника с общей гипотенузой. Вот такая конфигурация и такая, да, и вот такая, значит, вот так и вот так. Это у нас О, А, К, М. Это у нас, значит, О, Л, ну, допустим, М, Б. Из информации Прямые углы отметьте, Владимир Николаевич. вот эти. Ну и на другом тоже. Ага. Да. Из информации с ней связанной выбираем наличие окружности. Находим, что угол ОКМ равен углу ОАМ, и угол ОБМ равен углу ОБМ равен углу ОЛМ. Откуда угол ОЛМ равен углу ОКМ? ОКМ равен углу О. ОЛМ, ОА, там, ОАМ.
Да, там А. А, да? Ну, это А, но она не прописалась у меня. ОАМ, да. Это к первой окружности. ОКМ, вот это. Да, но здесь он, да. Ну, у меня здесь это не отмечено. Если бы я здесь отметил, то здесь мне просто нужно вот этот вот был провести. Вот. Вот этот угол равен этому. Вот. А здесь вот этот провести. Вот этот угол равен этому. Л. Ну, наоборот. Что-то тут у меня не пошло на этих. Ну и все, вот такая вот задача. Ну, на самом деле, ну, так она же очень коротенькая. То есть, если вы вот это заметили, то здесь писать-то ничего не надо почти, так скажем. Вот эти окружности отметили, и все. И, так сказать, опирающиеся на одну и ту же дугу. Вот. Здесь, ну, я мог бы тоже отметить, наверное. Вот этот и вот этот угол одинаковый. Вот. Но не могу утверждать, что она тривиальная, так скажем. То есть тривиальность я не буду кричать: ой, какая простая задача, да вы что? Нет, не буду. Когда понимаешь, что происходит, она простая. А пока не понимаешь, она сложная. Вот. Вот так. Ну, в принципе, я уже здесь, можно считать, написал такой обзорчик всех ходов, которые... Там просто в задаче последний шаг надо дописать, мне кажется. Вот мы там закончили на том, что вот этот вот... Ну, здесь у меня таблица. места не очень много. Ну, давайте я А вы сейчас... вернитесь вот на тот предыдущий, Владимир Там, Николаевич. там еще меньше. А там всего лишь одна строчка нужно дописать, и все, мне кажется. А тут еще меньше, видите, да? Ну, там Я внизу сейчас... очень хорошо Я сверху допишу. Значит, угол ОКМ равен углу ОАМ, а этот ввиду равнобедренности равен ОБМ, а этот ввиду того, что опирается на одну и ту же дугу, равен ОЛМ. И все. Вот. Я отсюда иду сюда, потом отсюда иду сюда, отсюда иду сюда. Значит, эти углы одинаковые. Нет. Нет, не туда стрелка. Отсюда вот так иду, а это иду вот сюда. Да, не туда. Да. Заметил, да. Владимир Ну, Николаевич, еще, да. а вот это вот эти вот 4 угла когда будут равны? Только при условии, когда перпендикулярность к отрезку ОМ для прямой... По-видимому, да. По-видимому, да. Интересно. Ну, равнобедренный должен быть треугольник, понимаете? Вот он. А там, если медиана, то и высота. Я думаю, что это когда перпендикулярность. Ну, посмотрите, какие еще вопросы по этому. Что еще обсудим? Какую? Следующий, какая-то. Пятая. Ну, какую? Пятую или какую вы говорили? Мне Пятая длинная. Она... Я могу идею там, так скажем, озвучить. Она технически долго писать, но она техничная задача, техничная. Я предложение стереометрию сегодняшнюю.
Давайте. Ну, там я тоже сделаю такой скетч, так скажем, обзорчик, может быть, в этой стереометрии, не столько ее... Какой регион был? Амурская или какая? Не помните? Я Или не Уральская? знаю, я понятия не имею. Я Сейчас сегодня сейчас я поищу. я Сейчас я- зашел на сайт Алекс Ларин, и там Ага, как раз эта же задача, есть, только да? там, да, только там надо было найти не отношение объемов, а площадь сечения. Ну, это какая разница? А доказательная часть та же Да, самая. ладно. Ну, там интересно Сейчас я доказать, пришлю. интересно доказательная часть. Давайте номер 2. Так, под завязочку сегодня, да? Давайте. Вот. Ну, там написано правильная четырехугольная пирамида. Вот давайте мы ее так вот правильную попробуем. Как вы помните, высота упадет в центр описанной около основания окружности, который расположен в данном случае на пересечении диагоналей. Вот я поднимаю вверх. Ну и как-нибудь обозначу это дело. Давайте я вот так вот обозначу. Непривычно для меня, но я сначала обозначил по часовой стрелке, а потом понял, что удобнее мне против часовой стрелки. И вот там написано. Точка N лежит на стороне основания М, середина бокового ребра Б. ВС, наверное, да? М, середина бокового ребра БС. Не понял. Да, там ошибка, наверное. Ошибка сейчас. Условия. Ну, я просто прочитаю условия. Это я переписывал и ошибся. Сейчас. М, середина СЦ. СЦ. Угу. СЦ. Поправьте, пожалуйста. Читал ведь главное. М, середина бокового ребра. А точно, да, такое? Ну-ка, сейчас еще раз. Почему не может быть? М, середина бокового ребра. Точка N лежит на стороне основания BC. Так. Угу. А где неизвестно. СЦ там, да. Я вот открыла этот, проверяю. На всякий СЦ, да, СЦ. Ну, у меня-то листочек просто перед глазами. Ну, тот, который вы мне присылали. Да. На стороне основания BC плоскость альфа проходит через точки М и N параллельно боковому ребру СА. Секунду. Странно. Ладно. Ну, там след есть, да? Так. Нет, все-таки сейчас я переобозначу. Так, как я раньше делал, черт с ним, я это самое потом пожертвую этим самым. Отправила коллеге А, этот файлик, Заново? Б, С, Д. Вот который так вот вот. именно этот, как он Мгм. называется? Правда, у меня как-то странно, я не поняла, как он открывается. В общем, Вот так. Я да, все-таки, как привычно было, я вот так анализировал, и в такой конфигурации давайте я и сделаю. Вот так вот. Подождите чуть-чуть. Угу.
Так. Ну и там написано, значит, плоскость, да, проходит через... Владимир Николаевич, у нас как-то получается вроде как МН перпендикулярно BC. Как-то это не очень хорошо. Ну хорошо, ну давайте я эту точку оттяну куда-нибудь вот сюда. Да. О, не та задача. Вроде как перпендикулярно. Мне все равно. Угу. Вот. И теперь сказано, что, значит, плоскость альфа проходит через М и Н параллельно боковому ребру СА. Параллельно вот этому вот ребру. Вот. Угу. У меня здесь плоскость сольется. Я точку N еще отодвину немножечко. Угу. Вот так вот, чтобы она не слилась совсем. Мгм. Вот это N. Другую точку уберите тоже, Владимир Николаевич. Да. Какие? Ну вот это, ну какая-нибудь точка H, допустим, у меня будет. Она, скорее всего, пригодится. Ну и вот первое дело, как провести. Провести через N прямую параллельно BD. Нет. Почему? Из точки М провести параллельно СА. Да, конечно. А, СА. Да. А это тоже ведь технология. Вот у вас что есть? А, из точки М. Да. Я из Конечно. точки N поняла. Ну, давайте это мы проведем, это более не менее очевидный ход. Она вот сюда попадет, эта точка, потому что там была середина и H середина. И когда мы это дело все соединим, вот у нас будет там M и N соединиться вот так, да. Здесь через H пройдет вот сюда, так, вот сюда пройдет, вот куда-то сюда дальше пройдет. Ну, если Да. сечение вести речь, то вот оно вот так вот. Да. Ну, нам сечение не требуется, но просто плоскость. Ну, вот насчет изображения оно будет вот так. Пересекает ребро ДС в некоторой точке L. Вот она точка L. И первый ход, пункт А. Вот что меня здесь, так сказать, и озаботило-то. Доказать, что BN к NC, доказать BN к NC равняется DL к LS. Вот. А, ДЛ, КЛС. Да. Представляете, вот как вот это делится, как делится BC, в таком же отношении делится DS. Вы чувствуете, какой переход? У вас вот здесь вот эта вот пропорция. И на этом ребре пропорция вот здесь и вот здесь. Хорошо, когда это все на плоскости. Хорошо, когда это все вот в какой-то с треугольниками, там еще с чем-нибудь. Здесь что делать? Скрещивающийся. Скрещивающийся, да, прямые. Да. Может быть, общий отрезок использовать как-то. Конечно. А без этого никак. Конечно, а какой? БД. БД, он далеко.
Анетта Амурхановна, а общий между чем и чем? Да. По Вот. треугольнике Нет, СБД. давайте определимся. Общий отрезок – это посредник должен быть, понимаете? СБ, то есть, простите. Он должен, Мне кажется, НЛ. он должен быть, понимаете, ведь в чем проблема? Вам надо с Нет, одной нет. плоскости перейти на другую плоскость. Ну, НЛ, А. нет? Нет, АД. АД, конечно же. АД. А, ну да. АД. Ну, конечно, плоскость АД. А там Вы обычно идете Д. по плоскости АД, вы видите, вы проходите точки N, потом, ну, я ее обозначу как-нибудь, вот эту вот точку, допустим, хорошо. Q, допустим, Ну, вот эту точку, так, О, выхожу в точку P, допустим, и вот из точки P я ухожу уже в другую плоскость, верно? ну да. А Так Б, какой здесь общий-то переход-то какой? ну, Общий переход идет через АД. через ады, да. А Вы Q как будто книжку разворачиваете. Вот это переплет. Понимаете? И вот я иногда учу рисовать сечение, переходя с одной части на другую вот так. Я говорю, давайте сэкономим немножко пасту, сэкономим там это самое, усилие и нарисуем. Нам же надо вот с этой плоскости АД, БС, перейти на плоскость, допустим, АДС, верно, чтобы продолжить. Но нам же неохота рисовать, мы же ленивые. Ну, особенно старенькие дедушки, они ленивые, им это неохота делать. И я нарисую с одним отрезком. АД не буду дважды рисовать. Я нарисую его один раз. Один. А потом добытую тяжким, непосильным трудом информацию отнесу. Вот эта точка H, вот здесь была точка N, Точка Q. события проходили. Вот так, это точка Q, так, да. Да. Потом оно перешло, значит, в точку L. в точку П. P, да. О, да, в точку П. Оно перешло сейчас у меня почему-то. А Q в точку L. Нет, сейчас. Одну минутку. Значит, одну минуточку. Нет, похоже, я не то стал делать. Да, все. Нет, не то, конечно, не то. Сейчас разберемся. Не то. ЛQПД это треугольная. Нет, это все нормально, так, да. Значит, но я разверну, конечно же, ведь мы как шли. Давайте события развернем. Вот. Не будем спешить. Будем рассуждать грамотно. Вот была точка N, так, да. Потом мы перешли в точку Q. Потом мы перешли на CD, в точку П. верно? Да. И тут мы попали в ту плоскость, где лежит LM. Верно? А это разворот не через AD, а через CD. Да, через CD. Через CD. И я здесь нарисую вот такую штучку. И здесь-то у меня вот эта точка М. Верно? И тогда точка N. И вот она, точка L, вот она, пришла точка L. Верно, да? Да. И вот теперь я должен понять, а как же эта плоскость будет взаимодействовать дальше. Как? Вот это серединка. А как я должен это подобие-то обрабатывать? Ну, допустим, я здесь отмечу, это x. Так? Это kx. Здесь вот это x, это kx. Так?
Мгм. А как эта плоскость будет у нас пересекать? Ну а так как она параллельно АС, то QL должно быть АС параллельно. QL? QL должно быть параллельно АС. Что ты будешь делать? У Нет, меня нет. где? Нету, тут уже нету этой самой. У меня нету. Но если смотреть на объемный рисунок. Сейчас. У меня просто обозначения были не те, где я думал, да. Значит, сейчас, как она пойдет там? Значит, Владимир Николаевич, а вы скажите, что такое? Я запуталась уже. Что за... да я тоже запутался, Нет, потому ну что это я Тимур, начал это не с этим. страшно. Нет, вы скажите, что доказываем? Подобие А чего вот наверху доказываем? написано Нет, ТН здесь доказать. Мы доказываем. Нет, подобие мы здесь вообще-то, ну, будем использовать, но, так сказать, сейчас. Как не будем? А мы x, kx написали. Это ну, подобие. Это симметрия. Это пока только отношение как-то одно Сейчас. к другому. Это DX, симметрия. Сейчас. LS, да, тут Это симметрия квадрата. Это понятно. Ух, Ну, плоскость NM, LQ параллельно АС. да. Сейчас. Значит, LQ однозначно должно быть параллельно Сейчас. АС. Сейчас А если сообразим. они параллельны, то равенство доказано. Я понял, почему у меня это самое. Сейчас, одну минуту. Давайте я перелистну и начну заново. Я просто не в ту сторону повел этот самый, и у меня рассогласование получилось. Ничего. Сейчас. ничего страшного. Да, это я понимаю. Давайте я вот это А, Б, С, Д, так как я рисовал, точку вот здесь вот возьму, вот эту точку, вот это М. Так, значит, все равно у меня идет это вот сюда, в это, ну, точка О у меня пусть будет, или там H была, да? Да. А была обозначена так, да? Значит, все равно мы ведем это, вот это сюда идет, да? Да. Вот это сюда идет, потом это вот сюда пошло, вот сюда у меня в точку П вышло, в точку П вышло. Теперь, значит, у меня что же пошло? У меня пошло вот этот А, Б, С, Д. Срисую то, что я, значит, изображал вот это А, Б, С, Д. С, Д. Так, и я разворачивал через АД. Там Q точка на стороне АБ. Вот эта точка Q, да? Значит, вот здесь была точка. Я его немножко не там нарисовал сейчас. Точка Длинный М. чертежик. Вот здесь N, здесь серединка, вот так вот пошло. Вот это пошло N. Сюда пошла точку P. Вот это у меня AD. Вот сюда пришло S. Так, S. И вот здесь параллельно пришло в точку L. Вот. Вот такая конфигурация, да. И Да. БН, КНЦ. То есть, понимаете, вот когда я сюда пришел, да, то вот что я упустил. Вот здесь эта линия будет, вот эта, параллельно АС.
Мгм. Ну, по условию просто. И вот этого надо было. А здесь я тоже могу вот так вот соединить это, пожалуйста, это можно. Первично надо было провести QL параллельно. QL параллельно AS. Вот оно. А здесь становится все понятно. Вот это X, это KX. Это X, это KX. Если это Y, это KY. И все. Мгм. Вот. То есть это разворот через вот эту вот, через ребро, через ребрышко, вот это вот АД, вот это. Черт. Через ребро АД. Вот когда мы развернули через него, Мгм. вот получили вот такую вот Ну, конфигурацию. L параллельно. А если L Да. параллельно? Ну и вторую часть, там предлагается сопоставить объемы. Ну, на самом деле это не очень сложно. Ну, здесь, значит, К отношение такое, там написано 1 к 2, у меня в другую сторону это пошло. Ну, я думаю, что это не так существенно. Вот. И, значит, ну, там вот этот отрезок, который X, он в 2 раза больше, чем длинный отрезок. Ну, это надо сопоставлять, брать объем вот этой пирамиды, объем пирамиды L, P, D, Q. L, P, L, P, D, P, T, Q, L, P, T, Q. минус объем пирамиды M, P, C, N. М, По сравнению А. объемом пирамиды S, A, B, C, D. Мгм. Ну, это можно обозначить как-нибудь там, допустим, буквой А сторону этого квадратика. Это будет там А, деленное на 3. Это будет 2А, деленное на 3. Высоты можно сопоставлять, их можно не считать, а можно это буквой H обозначить. Вот это тоже по отношению к H, как высота пойдет. Мгм. Вот, и из точки L как пойдет отношение. И найти это отношение. Вот у меня лично получилось 13/36, но я не знаю. 13/36 я поставлю вопросик такой. Вот. Но мне просто хотелось отметить вот этот перенос с одного на другой вот через вот такой способ изображения подготовки сечения, когда вы разворачиваете две плоскости и с одной переходите на другую. Редкое явление, но вообще-то я часто рисую именно так, сам, когда вот обдумываю, я не рисую лишних линий, разворачиваю. Но я заметил, что если с этого начинаешь, учащиеся начинают так делать даже там, где этого не надо делать. Ну, а зачем учить тому, чего не надо делать? И поэтому я обычно делаю разные чертежи с разными линиями, но иногда и вот так вот соединяю. Вот здесь, если вы соединили, то все достаточно прозрачно. Ну, а соотношение объемов, это, в принципе, можно либо по формуле, но я считал через соотношение площадей и высот, и сопоставление. Ну, давайте так, я вот обзор такой небольшой сделал, не буду углубляться, так скажем, дальше. Это я просто менял обозначение, и поэтому немножечко так подзапутался. Но я надеюсь, что вы меня простите в этом. Я все равно, так сказать, идею основную донес, я считаю. Вот. Вот так, ну что, хватит на сегодня, как вы? А? У меня вопрос к учителям. Вот на этом листочке у нас 7 задач. Кто-нибудь будет решать другие до следующего раза? На Зависит каком листу? от времени. А вот файлик, который Файл, там... который я положила вам, файлик, у А, всех на есть? Сейчас посмотрим. Надо решить. Нет, это как угодно.
Нет, я к тому, Седьмую. что если вы будете решать, то Владимир Николаевич в следующий раз может как бы, ну, как это сказать, Седьмую можете посмотреть. Седьмую. Очень-очень любопытная задача. Седьмая. У меня нет почему-то Нет? этого Это вы- файлика. вы потому Надо что еще. Зайдите, Ольга, сейчас я вам зайдите. отправлю. Чат. В чат зайдите, Я просто тебе письма зарегистрировалась на на рабочий летней школе, и больше у меня там никаких сообщений нет. Я вам отправила. Я вам Да, отправила спасибо. сейчас в общий чат сюда, Ольга Ну, Владимировна. спасибо, да, Увидели? сейчас я посмотрю. Ага. Владимир Николаевич, Да, а у Зарина. вас, что-то я сидела, решала неравенство еще в допотопные времена, вот когда в начале. И там просто я бы хотела ответы. У вас случайно не под рукой тетрадь? Нет, конечно. Я Я же Извините, готов. пожалуйста, я как и раз почему откладываю. задала вопрос, Владимир Николаевич, сейчас, потому что хорошо было бы людям дать ответы. Может быть, они Потому что порешают? я решала, ну где их? Их там Ну, ставят, дело в ответы, том, что в задаче номер 7, ну, я дам ответ на задачу номер 7. Да, дайте, пожалуйста, ответы, чтобы учителя просто, ну вот, Номер 7. вдруг им захочется еще Ответ. порешать. Корень из 2. Так, значит, потом, ну, у нас осталось нерешенный-то, значит, номер Третье, 3, четвертое. ответ. Номер 3 ответ, значит, номер 3 ответ 49. Номер 4 ответ. Сейчас я его найду. Ответ 8R делить на 9. Конец в номере 5. Там надо доказывать, но ответ там будет такой. R равно, радиус этот вписанный, c разделить на 2 косинус альфа пополам и умножить на 1 минус синус альфа пополам. Ну и ответ. Такой. Ну, там только, там буквы. Нормально. Ну, Вера Сергеевна, это был 1968 год вступительный. Вы еще не Вы родились. еще каких-нибудь мамонтов вспомнили. Ну, что такое Нет, вы скоро ждите эти задачи в ЕГЭ на каких-нибудь. Да, какой там дети уже 2 плюс 2 не помнят. Там Дети, давали, а вы там на все школу давали в сдаете. буквах. В Ужас. буквах давали, чтобы проверять, как люди умеют преобразовывать, анализировать. О, люди Правильно умеют. проверяли. Но если хотите, Вера Сергеевна, если хотите, я могу вам отправить файл этой книжки. Отправьте, конечно. Да? Ну, а Вот. почему бы и нет? У меня Если есть... не жалко. Да не жалко, мне-то что, господи, файл. И вступительные 67-го года наши тоже у меня есть. А это Вот. какого, 70-го? Это 68-й. Ну это прям тем более, что я родилась в этот год. Давайте, Ну, конечно, вы-то в отправим. октябре родились, экзамены Ага. были в июле. А, в июле. В Ясно. июле. Так что Честь до меня. вашего рождения. Да, они старше вас, эти задачи, да. Чуть-чуть. Да, чуть-чуть, но старше. Там Вообще 68-69, 2 года. Обзор 60. литературы сделать бы, которая такая дореволюционная. У кого книжка старше, чем у кого-то. Давайте сделаем. У нас же есть прекрасный сайт, называется «Матобразование». Замечательный сайт, всем рекомендую. Там литература даже дореволюционная есть. Ой, Я так, вам вы очень мне- рекомендую. Вы мне как-нибудь ссылочку киньте, А я пожалуйста. прямо сейчас, я вот сейчас прямо Но давайте мне сделаю. лучше не сюда в чат, Да, а да, на- я понимаю. Я адрес сейчас, давайте. вот просто забиваете в любом поисковике математическое образование. Хорошо. Сейчас образование. Сейчас выйдет библиотека masyedu.ru. Если хотите, сейчас я вам его открою в этом. Да, я открою, там проверю, может, я что-то там возьму даже. Меня интересовали Ага. учебники 50-х годов. Да, По вот я вам сейчас, если, не знаю, что-то видно сейчас, я там что-то... Так, ну поэтому будет вопросы?
Я Вот. думаю, что нет, Владимир Ну, Николаевич. вопросы Поэтому, разбирать надо что-то понимать, я уже ничего не да, понимаю. тут эта задача, она, честно Вообще. признаться, такая проходная получилась. Это вы на пару с Ольгой Владимировной ее решили. А, Не надо. Нет, ну, Залина Юрьевна, вот картиночку возьмите, посмотрите, обдумайте, и все получится. Там Ну да. главная хитрость — развернуть эти две плоскости через общее ребро, через АД. Ясно. Коллеги, Но посмотрите, я могу в открыто? следующий раз ее разобрать со Да, всей открыто. подробностью. Да. Да, Так, Извините, будем Владимир отобразовывать. Николаевич, я Да. предлагаю, значит, я просто чтобы как-то сэкономить время уже у Да. всех, которые, да, значит, по третьей задаче я скажу про себя, не знаю, как все остальные, но, честно признаться, туго, у меня вопрос такой возник, почему вы точку переставили не туда, куда мы ее ставили, вот у меня она и так получилась параллельно, вот, и там как бы вроде все хорошо, ну, потом, когда Да, разворачиваешь, нет, все, разумеется, хорошо. Это я не сам. У да, меня то есть прошел как бы диссонанс. нет, не в ту сторону я вынес не на то ребро в основании, и все. И с тем, что я перед этим чертил, оно вступило в когнитивный диссонанс. И Да, вот. понятно. То есть, понимаете, если бы я не торопился, то, скорее всего, все было Я бы нормально. предлагаю следующий цикл уже в сентябре сделать, наверное, со стереометрией, может, не знаю, как вы. Давайте стереометрию, да. Как и- хотите. И как тогда мы угодно. ее еще раз, эту задачку посмотрим. Мне Там такой... новенькие появятся задачки какие-нибудь, Ну, да. и хорошо. Значит, смотрите, вот этот сайт, Да, математическое образование. Вот Вот, образование, и, да. да, и здесь как все бы вот, хорошо. он обновляется все время, видите, по Мгм. годам поступления. Да. Здесь каталог очень большой, это и по фамилиям, и по книжкам, и по годам, как угодно. Вот видите, Да, да, в да. алфавитном порядке. Замечательный сайт. Здесь есть книжечка Ирины Евгеньевны Маловой. Здесь можно ее найти. Владимир Николаевич, там наверняка и ваша книжка, если просто не знаете. И хвастайтесь, что кроме вас ее ни у кого нет. Нет, этой Нету, книжки здесь нет, потому нету что для того, точно. чтобы она там появилась, ее должен автор дать. А Владимир Николаевич пока Автор ее